Ласпи. Первое, что чувствуешь, здесь как будто отключили шум. Нет толпы, нет суеты. Горы, море, прекрасная бухта и тишина. Дэн, пока есть я, никакой тишины не будет. Но если честно, я вообще даже не знала, что в Крыму есть настолько красивые места. Вот интересно, Ласпи, откуда вообще это название? Вообще, многие переводят как якобы с греческого «грязь». Странно. Но на самом деле, скорее всего, это неправда. Угу. У меня есть вот такая идея, там кафешка с изумительным видом просто. И за чашкой чая я тебе все расскажу. Еще и самса и купите, если будет, я пойду. Пойдем. Обещаешь? Ну, Всё. самса, да. Яши, пойдем. Вообще на старогреческом болото или грязь звучат совсем иначе. Пило, пилос. Интересно. Такая версия, что название дали генуэзцы. На средневековой латыни ласпум – скользкая, потому что их однопарусным кораблям было очень трудно зайти в эту бухту, вот они ее и прозвали скользкой. Потом турки переделали Ласпус в Ласпи. Они вообще называли Лазби, Лазба, но на самом деле точного названия, точного перевода никто не знает. А кто тут жил вообще в те времена? Ну в те времена здесь жили урумы, это греко-татары. Этническая группа крымских греков, которые говорили на языке родственном крымско-татарскому. Жили тут до конца XVIII века. Потом часть переселили в Приазовье, часть осталась, приняла ислам и растворилась в крымской культуре. Ого, ну ничего себе, тут целая история, а мы название даже не можем нормально определить. Вот так вот. И Да. в Крыму, в принципе, все так. Никто точно не знает, кто-то догадывается, где-то есть исследователи, конечно, но, К сожалению, к сожалению, да. Но главное вот знать историю, правильно? Да, учим. Первая мысль, которая меня посетила, почему Ласпи, находясь в таком красивом и уникальном месте, так и не стал полноценным поселением. А ответ очень простой. Здесь нет пресной воды. А там, где нет воды, нет и жизни. Или она очень сложная. Хорошо. Сегодня у нас эксперимент. Мы разъезжаемся. Асие поедет в Семиис искать вкус этого места. А я в Алупку. Моя задача найти человека, для которого Алупка родной город, и разузнать у него обо всем. И давай не будем торопиться и увидимся завтра, потому что у меня есть кое-какие планы. Ну, интересненько. Слушай, а я предлагаю так, кто найдет больше, с того ужин. Договорились, но мне кажется, ты постоянно хочешь поесть. Ну, а что в этом плохого? Ты не хочешь, что ли? Я понять не могу. Кстати, помнишь наш Парис прошлого выпуска? Ну, да. Ты молодец, ты справилась. О, Пойдем. Ничего, ну побежали, давай. Пойдем. Вот оно, Зинта! Ты реально? Это Да. ты серьезно? Это сон? Ущипни меня, пожалуйста. Не хотел тебя огорчать Подожди, старым а где так? С какой BMW, роли поэтому справился? купил новый Чего? BMW. Ну ты Вот. Эскендере. Ваш лучший выбор. На привозе сказали, Тут даже это лучшее, буквы, что есть. Черный бумер, смотри. Эскендер, ты подлый человек. Люкс, 50 килограмм Блин, держит. Самсу не дал, БМВ не подарил. Иди, а. Я поеду в Семис, перекушу чего-нибудь, а. Все, пока. Что, ах, Йолсона? Смотри, постарайся найти что-то вкусное. Предатель. Я-то точно найду. Ты посмотри там, давай, иди людей своих ищи, понятно? Все, чё хлопет мне? Иди, я поехала. Все, давай, ах, Йол. Врывайся, балла! Нариманакя, газ в пол! Кетема, Семис нас ждет! Та-та-да-да-да-дам-да-дам, там-да-да-да-да-дам-да-дам, там-да-да-да-да-дам-да-дам, та-да-да-да-да-да-дам, хоп! Южный берег Крыма – это 150 километров, на которых сменилось столько народов, языков и империй, что хватило бы на отдельный учебник. Но нам не нужен учебник. Нам нужно понять одну простую вещь, что от всего этого осталось сегодня. Не в музеях, а в людях.
Так, ну что, я в Семизе, и первое, что мы видим, это Хош-Хая, ну или гора Кошка. Эту гору все так и называют Кошка, но не только потому, что она похожа на это милое животное. Настоящее название Хош-Хая. Хош — это пара, а Хая — скала, то есть буквально парная скала. И если присмотреться, она действительно как будто состоит из двух частей, которые держатся вместе. Но название города не про кошку. Семииз, скорее всего, от старого Сембас. Приметное место, ориентир. Если плывешь вдоль берега, по этой горе понимаешь, где ты. То есть буквально Семииз — это «ты на месте». Звучит неплохо. Посмотрим, найду ли я здесь что-то свое. Семииз как курорт – это начало 20 века. Сюда приезжала московская и питерская интеллигенция. Дачи, виллы, театры, вечерние прогулки. Такой крымский Баден-Баден. Но до курортной эпохи здесь веками жили крымские татары и греки. Ловили рыбу, выращивали виноград, строили дома из камня, которые сами и тесали. А потом 1944. Депортация. За одну ночь отсюда вывезли всех крымских татар. Дома остались, а люди нет. Но жизнь идет. Люди приезжают, купаются, едят мороженое. И это тоже Семииз. Он не застрял в прошлом, он живет. Но если не знать его историю, ты видишь только поверхность. Джемат, но вы же видите, как красиво. Лютвен, оставляйте, пожалуйста, свои реакции под нашим видео. Для нас это очень важно. Пишите комментарии, ставьте вот так хотя бы. Ну или вот так, если не нравится. Чё в сау? За рулем не успеваю наслаждаться этой красотой, поэтому остановился вот так посидеть, подумать о жизни, почувствовать солнышко. И меня всегда восхищает вот такой вот вид. Природа. Мы почти в Алупке, но я себя не прощу, если мы не заедем в еще одно место. Есть места, мимо которых нельзя просто проехать. Даже если мы спешим, здесь нужно остановиться, чтобы услышать легенду, которая со временем превратилась в символ. Мы в Мисхоре, и прежде чем мы продолжим путь, заселимся в отель. Али-Баба. Говорят, там красивый вид. Погнали. Нам обещали номер с красивым видом, и вот мы на 3-м этаже. Сейчас посмотрим, что у нас будет. Так, вот у нас крайний 8-й номер. Открыто. Так. О, симпатично. Но мне, если честно, интересно не это. Пойдем смотреть вид. Разуюсь.
Какой красивый вид без Хави обойдется. Никакой. Ой, классно здесь просыпаться. Вообще люблю море. Когда оно спокойное, когда оно неспокойное. Единственное, приятно, когда оно чистое. Класс. Я здесь остаюсь. Да, здорово, конечно, сидеть, наслаждаться солнышком, красивым видом, но нам нужно продолжать путешествие. Не просто так же мы заехали в Мисхор. Есть определенная цель. Жила здесь девушка Арзы. Ее любимым местом был этот берег и источник. В день своей свадьбы она вышла к воде в последний раз попрощаться с домом. Там ее и ждал Али-Баба. Он не торговал сладостями, он торговал красотой. Короткий крик, лодка у берега, и через миг только парус, уходящий в сторону Стамбула. Арзы оказалась в золотой клетке дворца султана. Она родила сына, но так и не смогла дышать чужим воздухом. Ровно через год после похищения она поднялась на башню над Босфором и бросилась в море с младенцем на руках. Легенда говорит, что в тот же вечер у берегов Мисхора появилась русалка. Она приплыла не просто к суше, она искала свой источник, свой дом. Это больше не история о русалке, это история о том, что родной берег не перестает звать, даже если тебя оторвали от него силой. И как бы далеко ты ни оказался, ты все равно найдешь дорогу домой. Почему эта легенда до сих пор жива? Потому что это реальная боль. Столетиями Крым жил под угрозой похищения людей, а после 1944-го образ Арзы стал символом возвращения нашего народа домой. Кстати, а вы знали, что Семей считается одним из самых солнечных мест южного берега Крыма? Здесь большое количество ясных дней и очень мягкий климат. Но сегодня здесь 2 солнышка, как вы поняли, да? Красивые виды мы с вами нашли, но мы же приехали за вкусом, нужно это не забывать. Эскендер там, наверное, во всю уже интервью берет, понимаете ли. Я не хочу проигрывать, поэтому, селям алейкум. А можно к вам? Мы очень голодные, кушать хотим. Накормите? Все. Какие птицы! Чук-чук-чук. Чука-чука-чука. Смотрите, какая у него грива, какие у него волосы. Слушайте, погуще, чем у меня, девочки. А чем ты пользуешься, скажи? А он не хочет делиться своими секретами, ладно. Зато мы идем покушать. Вау. Сагонс. Слушайте, ну я не знаю, что там у Эскендера, нашел он кого-то или нет, а я вот нашла. Вот у нас Эдем Ага, мы с ним хотим пообщаться. Эдем Ага, расскажите, пожалуйста, вы с этого города, вы здесь живете, в Семиде? Нет, я сам с Красногвардейского района. Приехал по приглашению нашего уважаемого хозяина поработать на сезон. Работаете здесь. Да. А вот скажите, вот вы уже рассказывали нам, что вы в каких местах вот работали? В Крыму я практически везде, в многих местах работал. Но 6 лет назад мне довелось здесь поработать, и мне Семей понравился. Вот чем он отличается от своим других народом, чистотой. Здесь воздух, казалось бы, 20 километров от Ялты, здесь народ другой, и воздух не дышится легко. И люди здесь более, как вам сказать? Расположены, да? Да, расположены и благоприятны. Мне вот нравится.
просто здесь удовольствие получается работать. Супер. А подскажите, вот что здесь вкусненького есть? И ваше самое любимое блюдо, может быть? Ой, если честно говоря, здесь все вкусное, так как у нас профессионалы. Ну, давайте Да. ваше самое любимое. Мое самое любимое блюдо – это манты. Знаете, вот мы, в принципе, ходили, гуляли, дышали этим воздухом, но вы вот сказали, и действительно так и есть, наверное. Ну, здесь транспорта мало, здесь народ добродушный, понимаете? А, кстати, туристов много здесь? Да, летом бывало Очень очень много, много туристов. Народ именно приезжает сюда, именно в этот Семис приезжает, потому что вот рядом дом Павлова, музей есть, гора Дива есть, пляжи чистые. Я Шетам Хачок сağ вам. Здесь сау. Очень приятно было с вами пообщаться. Көрішмек. Sağ olun. Sağ olun. Аш olsun Димат. Sağ olun. Ох. Sağ olun. Эскендер, ты вообще понимаешь, что ты теряешь вообще? Посмотри, посмотри. Я все начинаю понимать уже. Вот сейчас кусок сделаю, все пойму про это место и про вкус этого места. Ладно, Баш, Джамс, у меня уже терпение ждет. Сейчас он у меня узнает, каково это со мной спорить. BMW пакет мне вручил, и кет-то сейчас я ему сфоткаю. Вот этот хруст вот. Сейчас себя сфоткаю тоже. О! Все, сейчас скидываем. Так, чпуньк. Вот, все, просто башню сорвал. Абракимара, давай выключай. Идем со мной. Видишь? Принесите еще один, пожалуйста. Алупка. Все знают дворец, все знают парк, и каждый турист делает вот так. Дворец сделан из местного диабаза. Это такой плотный темный камень, который добывали прямо здесь, в окрестностях Алупки. И из-за этого он выглядит не как здание, которое привезли и поставили на красивом фоне, а как будто оно выросло из этой земли. Но дело не только в камне. Воронцовский дворец изначально задумывали так, чтобы он не спорил с природой. Он не пытается перекричать Айпетри, не выпрыгивает из пейзажа, не говорит «смотрите, какой я главный». Наоборот, он как будто встраивается в это место. Смотришь на его силуэт, на башни, на эти линии и начинаешь замечать, что они перекликаются с зубцами Айпетри. Гора становится не просто фоном, а частью всей композиции. И вот это, наверное, самое сильное в Воронцовском дворце. Он не просто красивый, он очень точно посажен в ландшафт. Здесь глаз почти не чувствует границы, где заканчивается природа и где начинается архитектура. И поэтому дворец воспринимается не как отдельное здание, а как часть общего рисунка Алупки. Воронцовский парк, 40 гектар изумительной красоты, но у этого есть своя цена. Каждый метр этого парка сделан вручную. Землю для него несли на себе крепостные графа Воронцова с вершины Айпетри вниз, к морю. Они ворочали скалы, равняли холмы, садовники зимой поддерживали температуру земли для экзотических растений в крымский ветер. И вот я стою здесь. Вокруг гуляют люди, фотографируют цветы, кормят лебедей, и никто, скорее всего, вообще никто не думает о том, что это все стоит на чьих-то спинах. Имен этих людей нет нигде, ни на одной табличке. Алупка вообще интересный город. Она не просто стоит у моря, она как будто спускается к нему ступенями. Дома, улицы, переулки здесь расположены террасами. Один уровень, второй, третий, и так почти до подножья Буюк-Исар. И это очень чувствуется, когда гуляешь по старому центру. Раньше город формировался вдоль пешеходных и вьючных троп, поэтому здесь до сих пор есть такой особый колорит. Немного южный, немного восточный, немного хаотичный, но очень живой. В Алупке вообще сложно представить движение без лестниц. Они здесь не просто для того, чтобы подняться или спуститься. Они соединяют город. Улицы, дворики, переулки, разные уровни жизни. И одна из самых известных – лестница 108 ступеней. Ценность места часто зависит не от того, насколько оно красивое,
а от того, знаем ли мы его историю. Иногда старое здание кажется обычным фоном. Прошел мимо и забыл. Но стоит чуть копнуть глубже, и оно превращается в портал в прошлое. Вот, например, гостиница «Франция». Ее история началась в 1888 году, когда француз Жак Росе купил участок на Воронцовской улице. Сначала это была дача, которую сдавали в найм. Потом она стала гостиницей. И самое интересное, следы той жизни здесь все еще можно увидеть. На первом этаже сохранились старые вывески «Табак», «Лемар». После революции здание национализировали. Потом оно стало частью здравницы, позже вошло в санаторий «Солнечный». Да, многое утрачено. Балконы, детали фасада, часть старого облика. Но гостиница «Франция» все равно остается одним из тех зданий, которые напоминают. Крым — это не только море и виды. Это еще и слои времени, которые нужно просто научиться замечать. Алупка всегда была местом смешения. В узких улочках соседствовали крымско-татарские дворы, греческие лавки и караимские дома. Здесь молились в мечетях, церквях и кинасах. Конечно, Алупка известна дворцом, но жизнь этого города никогда к дворцу не сводилась. Алупка меняла имена Алепохори, Алопека, Алюпико. По одной из версий, лисье селение, потому что тут бегали лисы. Но мне кажется, Алупка — это не про лис. Это про людей, которые тут цеплялись за землю и цепляются до сих пор. Так, все, идем искать местных, по крайней мере тех, кто тут уже давно живет. Потому что все мы посмотрели, все красиво. Погнали. Селям алейкум. А можно пару вопросов позадавать? Мы снимаем просто передачу о Крыме, и хотелось бы вот с местным человеком поговорить об Алупке. Буквально несколько слов. Первый вопрос. Что вообще для вас Алупка? Почему вы именно здесь живете? Что здесь воздух хорошо, чистота, красота. И народ после перемены. А есть что-то такое, что вот было очень давно в Алупке, но исчезло сейчас? Нет. Нет. Все как было, так и осталось, да? Да. Если охарактеризовать Алупку одним словом, можете вот просто сказать? Алупка — это... Алупка лучше, Лучше. чем другой город. Не знаю, мне так как Не, я бы поспорил, конечно, я из Судака просто. Ну, Судака, конечно, где живешь, там всегда лучше. Селям алейкум. Алейкумселям. Менің адым Ескендер. Менің атым Мунир. Сіз бұнда Мен doğuldunuz? мында doğulmadım, мен doğuldum Самарқандта. Я не үшін бұнда яшайсыз Алупкада? Бында қар дедем ерлері. Мен 88-ден башладым 20-ге бында. Если говорить об Алупке, вот, допустим, мы хотим ее прорекламировать всем Да. остальным людям, что о ней нужно сказать им? Что очень хороший город, самый южный, самый теплый. Самый теплый город у нас, это средний южный берег. Это от Мисхора, от Ласточки, и сюда до Семииза. Вот это самое теплое место у Хорошо, нас. а если убрать теплоту, что еще Теплоту здесь брать. есть? Красоту давайте тоже уберем. Давайте уберем тоже, потому что я могу поспорить, я из Судака здесь тоже. у нас родился товарищ. Знаете, да? Знаем. Ахмедхан Султан. Вот если турист сюда приезжает, он думает: о, Воронцовский дворец, о, парк, и все. А что еще есть в Алупке такого, вот, чем можно Ну что у нас проникнуться? есть? Вот сейчас город, реставрация города сделали. Видите, какой красивый стал город? Вот что еще сказать? Много чего можем сказать, много чего. Когда приедут, они поймут сами. Море у нас, ребята купают в феврале, в марте купаются уже. Ого. Потому что идет течение, низовка идет, верховка идет. Они купаются. Они с севера приезжают, у них лето такое, как у нас зима. Супер. Пускай приезжают побольше. Мы ждем, никого не обижаем, никого ничего. Все нормально у нас. Все, чох-чох, сал. Так, у нас уже в копилке есть 2 разговора с местными. Если честно, я даже не ожидал, что первые же люди откликнутся. Но мне кажется, мы еще не дополучили всей информации об Алупке, поэтому мы пойдем дальше. О, чебуреки у тети Гули. Селям алейкум. А тетя Гуля — это вы? Да, А вы вообще в Алупке живете? нет, в Каризе. А, в Каризе?
А можете буквально пару слов об Алупке сказать? Вообще нравится она вам? Красивая и природа, и сам воздух какой-то непредсказуемый. Вот по всему ЮБК, мне так кажется, да, вот начиная с Фароса до, вот начнем до Гурзуфа, мне кажется, Алупка самая красивая. То есть в основном это природные какие-то преимущества перед остальными? Нет, Крым весь сам красивый сам по себе, но вот Алупка, она какая-то вот необыкновенная, вот честное слово. Что мне кажется, знаешь, вот даже ехать никуда не надо. Вот как есть, так и есть. И пляжи, и все, и море, и вода, и все. И воздух, и люди, ну все. Все. А вы вот... Только пусть приезжают в Алупку, приходят тети Гули в гости на чебуреки. Что особенного в ваших чебуреках? Душа. Душа. Вы вкладываете свою душу Да, туда. на самом деле. Вот Ну, как есть. давайте мы попробуем. Давайте, ребят, давайте. Сказали, занимаетесь этим? Уже 14 сезон. Машаллах. У нас и артистов много было, и дружина была, когда Домарину снимали. 4-5 минут. Можно сказать, вы достопримечательность Алупки. Так можем сказать? Я не знаю, это просто люди оценят, я как могу Ага. сказать. Ага. Ой, bunda oturacağımız. Çok sağ olun. Güneşte. Güneş sağında mı? Слух. Вай. Асия, не знаю, какие ты там вкусы ищешь. Я вот кое-что нашел. Чебуреклер. Гульнара ablada. У тети Гули ama Гульнара ablada kısmet olsa. Şimdi aşayacağımız. Лежит. Алупка – это не только дворцы и парки для туристов. Эти узкие улочки – родина человека, которого немецкие асы боялись как огня и называли «черным дьяволом», а советские коллеги – летчиком номер 1 – Амитхан Султан. Его статистика военных лет звучит нереально. 603 боевых вылета, 150 воздушных боев, 30 лично сбитых самолетов врага и 19 в составе группы. Но самый страшный бой ждал его не в воздухе, а здесь, дома. В мае 44-го Амитхан, уже будучи героем Советского Союза и живой легендой, получает короткий отпуск и приезжает в родную Алупку, чтобы обнять родителей. И прямо здесь, на этих улицах, он становится свидетелем депортации своего народа. 18 мая 44-го его мать пытаются погрузить в товарный вагон вместе со всеми крымскими татарами. Представьте, твоя грудь в орденах, ты отдаешь жизнь за страну, а в этот момент твоих близких объявляют предателями и выселяют в неизвестность. Уже спускаясь вниз, увидел женщину, которая пытается зайти домой. И, конечно же, мне было интересно поговорить с ней. Живу с 63-го года. Работаю в торговле с 67-го года и до сих пор работаю. Что для вас Алупка вообще? Ну, Алупка город любимый. А почему вы выбрали переезд именно сюда? Как вы здесь оказались вообще? Ну, так случилось в жизни. Ага. Я из России приехала сюда. Ага. И понравилось мне тут и живу. Чем Алупка лучше остальных городов крымских? Ну, не знаю. Можно чем-то выделить? Тихая Угу. Алупка, как в деревне. Но у вас здесь такие уклоны, горы. Я устал Ну, ходить, что? если честно. Ой, а мы нет. Вы не устали, да? Вам нравится это? Здорово, здорово. А есть у вас в памяти то, что вот когда-то было в Алупке, но оно исчезло? Когда я приехала, Алупка была вся в розах. Ага. Кругом розы. Красиво. Сейчас поменялась Алупка вот за эти несколько лет. Угу. Ну, тогда еще лучше было. Ага. Спасибо. Спасибо. Хорошего дня вам. Знаете, я к 4 людям подошел, и все
мне что-то ответили. Обычно, когда что-то снимаешь, все говорят: нет, нет, не нужно, не снимайте нас. Но здесь люди какие-то открытые, радушные, готовы ответить на вопросы, даже если им не сильно удобно, пытаются угостить. Вот тетя Гуля говорит: я вас угощаю чебуреками, но мы все же оставили, это работа. Но вот Алупка, что-то такое есть в ней. Какое-то душевная она, что ли. Хоть и уклоны мне все-таки не нравятся. Я, наверное, устал бы постоянно так ходить. А это Дживахая, или Скала Дива. И сейчас мне придется на нее забраться. Нет, еще нормально. Просто издевательство. Просто избавиться хотят. Мне надо вон туда сейчас подняться. Это как мне подняться? У меня уже все, уже ноги болят, у меня уже возраст не позволяет. А дышка, уже дышать не могу, понимаете? Еще и высоты боюсь. Просто беспредел. Бисмилляхи рахмани рахим. Кульху валлаху эхад Аллаху самет. Лем ялит. А может отсюда мне подняться? Нет. Вы там сидите, смотрите и думаете легко. А вы думаете: вот так, контент как делается, вот так, вот так. Слушайте, вот вы представляете, мы столько шли, а это еще только не начало, вот начало. Ой, вот лестница, благодаря которой мы сейчас дойдем до вершины Дживахаи. Пойдемте. Смотрю на море и захотелось мне что-то хамсии. Тавахой дум камсия, башлады мой на мая. Башлады мой на мая. Кстати, местные рассказывают очень такую, знаете, романтичную и драматичную историю об этой скале Диве. В общем, жила-была девочка. Красивая, да? Просто невероятной красоты. Все в нее влюблялись с первого взгляда. Так посмотришь, сразу влюбился. И, короче, что хочу сказать. И, в общем, ждала она вот так, ждала. Каждый день приходила к морю и ждала своего моряка. А он, наверное, где-то после работы задерживался, да? С пацанами, как они любят. Она, говорит, ждала, каждый день приходила. Слушайте, уже природе жалко ее стало. Она взяла ее и превратила в скалу. Вот так эта скала стоит и смотрит. И ждет суженого ряженого. Но исконная версия легенды не настолько романтическая и не настолько печальная. Крымско-татарские старики рассказывали, что скала действительно когда-то в далекой древности была девушкой, очень красивой и очень злой. И Всевышний наказал ее за злодеяние, превратив в камень. Так и стоит она теперь, запрокинув голову и опустив длинные волосы в воду. Назидание зло бывает наказуемо. Слушайте, ну вообще легкотня была, честное слово. Я и хотела сюда подняться. Посмотрите, какие виды, посмотрите, какие горы. Этого снизов не увидишь. Келенесманда, приезжайте сюда, друзья, посмотрите. Воздух совершенно другой, свободный. У-у-у! Скала Дива – это не просто скала, а еще и кинозвезда. Здесь снимали сцену культового фильма «Человек-амфибия», а позже «10 негритят». Именно отсюда герой прыгал в море в одной из самых известных сцен советского кино. Стоя здесь, на вершине Дивы, я поняла, почему же все так любят наш родной Крым. За этот бесконечный горизонт, за запах моря и можжевельника, за скалы, которые будто вырастают прямо из воды. Здесь время словно замедляется, и остается только ветер, шум волн и ощущение настоящей свободы. Знаете, всегда после тяжелого пути под конец чувствуешь себя довольно, счастливо. И главное, что мне понравились эти виды.
место с совсем другой атмосферой. Старинная мечеть Джума-Джами. Здесь ощущается не только наша история, но и связь поколений. Мечеть была построена в 1913 году. В это время здесь появлялись роскошные виллы, пансионаты, дачи, а вместе с ними формировался многонациональный облик поселка. Архитектура Джума-Джами сочетает традиции османского стиля и особенности крымской архитектуры начала XX века. Обратите внимание на высокий минарет, стрельчатые окна и лаконичный светлый фасад. Все это создает ощущение легкости, несмотря на монументальность здания. Семис – это не только море, скалы и красивые виды. Это еще живая история, которую здесь ее можно не только услышать, но и почувствовать в архитектурах, вкусах и названиях этого места. Ну что, Искендер, ты готов проигрывать? Встретимся завтра! Время близится к закату, и Алупка скоро преобразится. И несмотря на невероятную усталость после насыщенного дня, мы покажем вечернее шоу в Алупке. Не знаю, стоит ли оно того. Не могу сказать, что данное световое шоу оставило неизгладимое впечатление для меня. Но как минимум это современно, интересно и познавательно. Вообще вечерняя Алупка, она другая, более уютная что ли. Хочется просто гулять по узким улочкам и дышать просто чистейшим воздухом. Алло, селам алейкум, Асия evde? Мен Алупкада. Вот наше путешествие подходит к концу. Пора выдвигаться в отель и хорошенько отдохнуть. А потом встречаемся с Асие. Красота нереальная. Чикс, только не на себя. Какие-то здесь надписи у нас. Это горы. Так солнце еще красиво. Мне прям нравится. Ну какие виды, а? Сон. О! Селям, подписчикларыма. Ну что, Искендер, рассказывай. Нет, сначала ты давай. Ты же Я? там семьиз вкус искать ездила. Ну, я вкус нашла, если вкратце. Я вкус нашла как бы. А И ты какой нашел он? своего человека? О, честно, их было 4. Да. Он что, где? А где, куда 5-й юбилейный пропал? 5-й юбилейный закончился на том, что я просто устал. Слушай, что они тебе рассказывали? Ну, смотри, чего-то невероятного они мне не рассказали об Алупке. Но знаешь, что я понял? Что люди там какие-то открытые. Вот я к 4 людям подошел, и все были готовы со мной Прям говорить. подряд? Прям на камеру, да. Слушай, ну тебе повезло. Еще и чебуреками хотели угостить. Но это менду валареттым, понимаешь? Да, Менди ты чебурек что? ашадым, я же кушала. И у меня вот поэтому вкус нашла я, а ты мне не верил. Ну, расскажи про Семиз, как он тебе вообще? Слушай, Семиз, во-первых, я давно там не была. И действительно воздух там чистый. Вот я познакомилась с Эдемага, он работал в кафе, в которое я зашла, сидела там. И Эдемага рассказал о том, что он работал во многих местах, но именно в Семизе самый чистый воздух, благодаря тому, что там огромное количество можжевельников, как бы море, скалы. Слушай, это действительно так. Вот там дышишь, воздух другой. А мне в Алупке говорят, здесь самый чистый воздух. Они похожи так друг с другом. Возможно. Слушай, ну мне понравилось. Еще мы поговорили с Эдемага, у нас был такой небольшой разговор, но мне так понравилось, такой приятный, простой человек. И понимаешь, что Крым из таких людей и состоит. Верно. Теплых, уютных, атмосферных людей.
которые делают все для семьи, для нашего народа, понимаешь? И это и складывается, ну, в этом и есть Крым, Да, да. наверное. Люди, наверное, самое главное сокровище Крыма. Раз зашла речь о людях, хотел спросить, Сайгалы Джемат, которые нас смотрят, куда вы хотели бы с нами поехать в следующий раз? Пожалуйста, пишите, нам очень важно понимать, что вам показывать. Асия, скажи, попроси что-нибудь, пусть Ну лайк давайте ставят. лайки, комментарии, там, ну отмечайте там нас. Люблю, целую, чмоки-чмоки, подписывайтесь. У-у-у. Что хотим сказать? Ты давай Это- тебе, Карайчику, улыбнись, Ну, а то болдырдам, ничего не напишешь, ни болдырдам. комментарий, ни это. Çok sağ olunuz. Bu Крым. Это Крым. А да, лепите со мной, полепите. Эскидер, стой. А я же забыла, а ужин? Кто должен-то? Ну смотри, Опять как с БМВ? Не смей меня обмануть, понял? Не смей. Когда вот ужин? давай спросим, кто, с кого ужин? Люди посмотрели. Ну, мои роднулечки, ну вы же моишкины, вы же мояшкины, ну вы же знаете, он же должен меня угощать, правильно? Ты опять должен. Самса, чебурек, плов, давай, давай. Ой, как хорошо, пишите, роднулечки, люблю.